Ассаламу алейкум, витаю вас, друзья. Вышел очередной пропагандистский имперский фильм про Рамзана Кадырова, и я вынужден его прокомментировать. Чтобы вы не мучились, как я, это время, вот, длинный фильм, я его посмотрел и вкратце вам постараюсь коротко сказать об этом имперском фильме. Дело в том, что фильм имперский начинается с фразы, с выражения «покоренная Чечня». Это человеконенавистническая, имперская идея, больная шизофреническая идея русских покорить Чечню. Им это не удастся никогда. Чеченцы не покоряются. Нас можно убить, нас можно оккупировать, как любого человека. Но покорить нас это исключено. Именно поэтому этот фильм имперский. Он сразу же расставляет акценты. Также в этом фильме, снятый Баданиным и Могловым, рассказывается в самом начале, рассказывается о таком нарративе, который никогда не получил подтверждения. И я тоже не верю, что Рамзан Кадыров в 15 лет убил своего первого русского. И я вообще не верю, что он убивал русских. Я знаю, что он убивал чеченцев. Ну зачем, если вы разоблачаете Кадырова, говорить о лжи, которая когда-то была брошена на Кадырова, и отрицать ее? И можно ее просто не замечать, можно ее пропустить и не говорить об этом. Но в самом начале нужно обозначить, что Рамзан Кадыров не убивал. Да, он убивал чеченцев, он грабил, он коррупционером был, ну и все остальное, там много жен и так далее, и так далее. Все вот это перечисленное в этом фильме является доблестью, крутостью и достоинством в русском обществе. Главное, не убивай русских. А там сразу же обозначено, что русских не убивал. Но при всем при этом второй новый сейчас фаворит Кремля, Магомед или Тимур Даудов, в этом же фильме обозначается, что он переступил через чеченскость, чеченцы не должны стрелять в чеченцев, и что он будет уничтожать чеченцев, и он это делает. И в этом фильме об этом как раз сказано. К большому сожалению, копаться в белье людей, только это умеют заниматься русские пропагандисты. И это внутреннее дело России, но я, как свободный чеченец, был вынужден прокомментировать этот ролик, чтобы было ясно, что этот имперский фильм несет с собой идею того, что, возможно, подводя итог по этому фильму, я сказал сам себе, что, возможно, Рамзан Кадыров просто уйдет на заслуженный отдых, его не будут преследовать, его не будут убивать, сажать, просто отойдет в тень. А Магомед Даудов, как мной ранее предполагалось, стал новым фаворитом Кремля, который потом в конце должен будет при помощи продажной части, лицемерной части Запада, Турции и других пособников путинского режима, имперской России, должны будут объединить Магомеда Даудова и Ахмеда Закаева. Якобы примирение чеченцев и так далее. Хотя все они пророссийские. И самое интересное, об этом я тоже уже, мои зрители, наверное, помнят, говорил, что скоро появятся песни и сам, наверное, Тимур Муцураев. Это тот самый бард, который пел про Иерусалим, что нужно нам 12 тысяч, не Москву, не Самару, не Санкт-Петербург, а Иерусалим должны чеченцы ехать, освобождать от кого-то, для чего-то. И я говорил, что, скорее всего, скоро он появится. Этот человек, вот скорее его песня ставится в конце. За его песни людям дают сроки в России. А тут без проблем вставляется, указывается автор песни и так далее. Так что нас ждут очень интересные моменты. Друзья, следите за нашим каналом. Мы вас будем уведомлять. И будет очень интересно. И я вас уверяю, русский империализм будет побежден. Будет побежден. Все будет Ичкерия. Слава Украине, Господи. Благослови Америку.